Всем привет, дорогие друзья! С вами снова встречаемся с Март. И сегодня у нас в гостях исполнитель, студент ИАКН Мичил Моисеев. Привет, Мичил. Добрый день. Как у тебя дела? Ну, для у меня идут нормально. Вот дома сижу один. Родители уехали в Луз, поэтому, ну, сижу один. Ты сейчас живешь один? Ага. О, как проходит твой карантин? Расскажи про свои карантинные будни. Ну, мои карантинные дни проходят нормально. Вот с марта начался вот карантин. Но я, честно говоря, очень радовался, когда вот слышал карантин. А в мае уже, начал скучать по учебе. Тоска была, но зато записывался, очень много вот песен записывали. Хорошо, мы об этом поговорим. Мы сейчас находимся в смарт-библиотеке, и у нас очень много интересных книг, аудиокниг. И, пожалуйста, конечно, расскажи, как ты слушаешь книги или читаешь? Что ты предпочитаешь? Ну, у нас есть вот специальная библиотека для слепых Ленина, и вот на русском языке тоже вот на Логос ВОЗ, да, такая вот организация есть в Москве. Они вот создали вот специальные вот приложения библиотека АВИ 3715. И там по разделам идут альтернативные книги, биографии, мемуары, там детективы, триллеры. Вот там есть много книг, и мы выбираем и слушаем. Вот. А здешнюю вот якутскую книгу тоже читают вот артисты из Сахатьятры, а мы вот слушаем. Ну, нормально, нравится. А каких авторов предпочитаешь, любишь читать? Ну, я люблю вот именно... Ты сказал детективы. Детективы. И я с детства вот интересуюсь историей, романами, классикой. Ну, особенно вот из исторических книг я люблю вот фильмы и книги Леонида Млечина. А вот из детективов вот Александров, Константинов и Квинт. Вот, очень плавно перейдем к теме музыки. Ты сказала, что ты записал песни. Ага, в свободное время тоже люблю слушать музыку, фильмы слушаю. Какие фильмы любишь? Ну, к сожалению, тоже вот детективные. Детективные. Ага, и вот ужасов. Расскажи про свои дела в университете. На кого ты учишься? Я учусь в фольклоре и культуры, кафедра фольклора и культуры. Мы не занимаемся там музыкой, а изучаем культуры народов Севера РФ, этнография, да. Интересно. Я учусь обычными студентами, как все. И там есть специальный вот центр для инвалидов, особенно для вот студентов ОВЗ, инклюзивное образование во главе с Пантелеймоном Романовичем Егоровым. Они нам всем вот помогают не только вот слепым студентам, а всем, вот,
колясочником. Ты сейчас обучаешься в ГУКе, Ага. и удобно ли тебе, устраивает ли тебя все? Ну, я уже привык, никаких претензий нет. Отлично. Вот в Стутгарте я самостоятельно хожу, поэтому нормально. От ГУКа до УКа, хожу. Хорошо. Ты сейчас перешел на 3-й курс? 4-й курс. Уже 4-й. А в следующем году заканчиваю. Заканчиваешь. После того, как закончишь, что собираешься делать? Поступать в магистратуру? Ну, я желаю поступать в магистратуру. И именно на историческом я люблю культуру своего народа и хочу изучать историю, да? Историю своего народа. Это очень интересно. А так, помимо учебы, я видела тебя, как ты выступаешь на сцене, например, в «Соглядских огнях». Как... Ой, я там редко, наверное, выступал. И как ты выступаешь? Вообще, как у тебя дела в музыкальном плане? Ну, честно говоря, я люблю петь. Наверное, будет как хобби, да? Но я с 10 лет, с 11 лет люблю петь. Поэтому, бросать не буду, если что, но спасибо моим учителям, Колодезникову Эдуарду Григорьевичу, Петрову Айтале Анатольевну и Клавдии и Герман Хаталаевы, Светлана и Егор Неустроевы нас по эстрадно-вокальным пениям они учили, и ихняя дочь Татьяна Егоровна Неустроева Савинова. Выпустили клип и песню, саундтрек фильма «Керель», да? «Мен көребін сүрәхпені». В переводе означает, «Я вижу сердцем». Я вижу сердцем. Получается, ты занимаешься музыкой со школы. В какой школе ты учился? Я учился в школе слабовидящих и слепых детей в Якутске. И когда ты был школьником, вы сняли этот клип «А я вижу сердцем». Расскажи, пожалуйста, про этот клип, свои ощущения на съемках. Конечно, было сложно, немножко, да? Было, немножко было сложновато, но нормально. В апреле мы записали песню, да? Расскажи, пожалуйста, про песню, смысл песни, о чем она. Стихотворение написал тоже незрячий наш поэт, первый тифлопедагог нашей республики и создатель якутского нашего алфавита по Брайлю, да? Егоров Иван Николаевич Иван Горный, да? На его стихотворение писала мелодию Татьяна Егоровна Неустроева. Записали. Зимой думали, можем на эту песню еще клип снимать. Тогда в этом году еще совпадение было, да? Да, вышел фильм. Вышел фильм, и случайно мы нашли режиссеров, Любовь Борисову и Семена Манатова. И они сказали, совпадение, и сделали эту песню саундтреком в фильме «Керель». И
И связали клип с этим фильмом. Ага. Да. Там были кадры из фильма, как я помню. Ага. Сейчас клип «Мин көрөбүн сүрөкпенен» крутят на НВК. Вы можете посмотреть. Ага. Ну, в Ютубе тоже есть. Да. Очень хороший клип, очень хорошая песня. Вот. А сейчас какие песни ты записал? Весной выпустил вот «Мен маттан серийге барбытым», да, это тоже песня 40-х годов, да, если не ошибаюсь. И «Тохтома минрем мотыва», ну, это песня Василия Сливцова. И «Дуга меня сырдата», вот песня тоже Ивана Горнова. Ну, ой, не песня, а вот стих тоже Ивана Горнова, слова Ивана Горнова, и вот мелодия тоже Татьяны Неустроевой, и вот «Энсильдер Люнем» тоже вот. Ну, вот таких песен выпустил. Песни доступны к прослушиванию, да? Твои? Ну, в интернете есть, в ВК. А где? Ага, ВК еще? На радио. На радио. Угу. Дорогие друзья, вы можете послушать песни Мичили Моисеевой в ВК. И, наверное, в интернете и на радио. Ага. Хорошо, отлично. Ага. Чем ты хотел бы заниматься в будущем? Вот ты будешь работать по профессии или будешь дальше заниматься музыкой, будешь записывать свои песни? Ой, к сожалению, я не умею, ну, я не пишу вот песни, ну, мелодии, ну, немножко могу своего делать. Все приходит с опытом. Ага. Но я интересуюсь, как я сказал, вот, интересуюсь, ну, историей, там, этнографией, поэтому я хочу вот заниматься этнографией. Изучать культуру? Изучать нашу вот культуру и историю. Очень. Ну, совместно. Очень классно. Ага. Что бы ты пожелал нашим зрителям, нашим читателям? Какие у тебя пожелания? И расскажи, пожалуйста, про свой девиз по жизни. Что бы ты посоветовал? Ну, я пожелал бы, ну, книга эта полезная. Читать книги. Книги читать полезно. Я тоже очень люблю читать книгу. И, ну, пожелал бы... Здоровья, счастья. Здоровья, счастья. Ну, это зараза когда-нибудь пройдет. Да. Поэтому нормально. Итак, дорогие друзья, с нами был Мичиль Моисеев. Мичиль, спасибо тебе, что был нашим гостем. Желаем тебе успехов, дальше творческих подъемов и только самого наилучшего. Ага, с нами был Мичиль Моисеев, исполнитель, студент ЯКН. До скорых встреч! Спасибо. До свидания.